Он был в хорошем числе среди царской администрации, и сразу же ему было присвоено звание капитана. Но что тогда его побудило, имея такой статус, такое доверие, перейти? Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире передача «Исторический факт». И в гостях сегодня заведующий кафедрой истории Дагестанского исламского университета Мурадуллах Хаджи. Дадай Мурадуллах Хаджи. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мурадуллах Хаджи, спасибо, что пришли к нам, нашли время. Сфера вашей деятельности – это исламские богословы, Кавказская война, имамы Дагестана, их соратники. И поэтому мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали одному из известных мудиров и наибов имама Шамиля, о Даниалбеке Илисуйском, портрет которого у нас выведен сегодня на экран. Вообще его именуют, да, Даниалбек Илисуйский. Илису – это что за местность, куда эта местность сегодня относится? Давайте начнем с истоков. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля Мухаммадин, ва аля али ва сахби аджмаин. Илисуйское султанство, она охватывала территорию нынешней Цахурской долины, около 9 селений, там, если не ошибаюсь, и часть Закаталинского района, который находится в Азербайджанской республике. И довольно маленькая территория, небольшая территория охватывала Илисуйский султанат, но тем не менее были очень известными и авторитетными людьми среди дагестанцев. И вот Даниал Султан, который мы будем рассказывать про него, его отец был Ахмедхан Султан. И впервые в источниках упоминается, что его отец был первым, кто имел хорошие отношения с Российской империей. То есть властями Российской империи он наладил, и даже упоминается в некоторых рапортах генералов, что он был преданным России султаном. А сама территория Илисуйского султанства – это довольно древняя территория. Вышли с этой территории очень много ученых, богословов, храбрецов, полководцев и так далее. Сама Цахурская долина, она известна тем, что еще в V веке, VI веке по хиджре там уже действовало известное сет мадраса, если можно так сказать, который называется Мадрасату Низамия. Как мы знаем с истории, во время сельджукских правителей, особенно при Малик-Шахе, был его визирем Низам-уль-Мульк. Кстати, он еще при отца Малик-Шаха Альп-Арслане у него служил, впоследствии уже был визирем и самым приближенным Малик-Шаху человек. И преимущество Низам-уль-Мулька было тем, что он очень много внимания уделял развитию науки. И по его инициативе, и по его действиям было установлена такая сеть мадраса, которая начиналась уже с Багдада, столицы сельджукского государства Исфахана, и где есть влияние сельджукских правителей, во всех этих уголках находились эти мадраса. И к нашему счастью, такой же мадраса существовал и в Цахуре. Это время там учились и вышли из этого мадраса очень многие известные ученые. Это уже отдельная тема, но это как бы отмечает преимущество Цахура. И не только Цахура, это мы в общем говорим про Илисуйскую территорию. И в самом Цахуре в дальнейшем тоже, уже ближе к нашему времени, все времена выходили такие известные ученые. Например, это один из таких шейхов и святых, шейх Махмуд, который жил в XVI веке. Также Хамзат Афанди, Шуайбагин, в своем книге Табакате очень хвалит его, что он был ученым своего времени и что он добился высоких уровней того времени, и он являлся человеком, который обладал явными и сокровенными знаниями. Также мы знаем известного Джабраля Афанди, который являлся мазоном
Ахмаду Талали, потом и Махмуда Афанди, Аддасаллаху сиррахум. И также там же выросли и там же стали великими учеными. Это Абдулла Афанди, с тем, что он стал известным, что он написал кассету про Махмуда Афанди. То есть он, восхваляя Махмуда Афанди, написал кассету. Говорят, что он это написал в то время, когда Махмуд Афанди Астрахани находился при смерти. То есть уже когда он готовился перейти в мир иной. И это время, говорит, эту кассету написал. И на эту же книгу шарх делал его же племянник, тоже известный ученый Абдулла Афанди Ацахури. И эта книга очень известная, называется «Тухфатуль Ахбаб аля касидати Махмудия». В общем, вот такие алимы, ученые. Исламское наследие Цахури. Да. Даниал Бек, как я понял, он после отца стал управлять своим султанатом, да, и к периоду Кавказской войны он был султаном своего владения, да? Да, вот когда его отец умер, на его месте, вот, хотя должен был старший сын наследовать этот титул, все же стал другой, Муса Ага его звали, но он тоже правил, недолго правил, даже меньше, чем года, и его, после его смерти стал султаном Даниал. И Даниил, он, конечно же, уже по связям, по отношениям отца, он был в хорошем числе среди вот, российской, ну, среди вот, царской администрации. И сразу же ему было присвоено звание капитана. И за короткое время он становится полковником, потом генерал-майором, и он уже во время движений наших имамов находился в чине генерала-майора. Ну что тогда его побудило, как бы, имея такой статус и такое доверие, перейти? Вот в 1842 году имам Шамиль, рахмаллах, он предпринял поход в Казикумох. И Казикумох, когда он хотел, ну, вот, окружал этот город, против них выступили царские войска, и среди них был вот, Даниил Султан. И имам, мы же знаем, он был политиком, он был военным, вот, талантливым полководцем, и он отправляет письмо тогда Даниилу Султану. И, в общем, содержимое этого письма было то, что он говорил: ты, говорит, будь там вместе с царскими войсками, и через 3 дня, говорит, иншаллах, мы водрузим свое знамя, говорит, на плоской крыше, говорит, твоего дома в Элисо. То есть это был такой ход от имама, чтобы как-то они отступили, да, отвлечь их, чтобы они отступили. И на самом деле это подействовало. И после этого, это уже получается 1844 год, 6 июля, это время, вот в русских источниках есть такое, вот один из штабных генералов пишет в рапорте, что я, говорит, то есть мне, говорит, поступило донесение, что генерал-майор Элисуйский султан, он, говорит, присягнул в мечети быть верным имаму Шамили, и что он переходит в его сторону, и своих подданных тоже заставил, говорит, то же самое делать. Но я, говорит, не могу этому верить, тем не менее, говорит, те, кто доносили, говорит, этот рапорт, они, говорит, доверенные люди. То есть они даже не могли допускать в мыслях даже, чтобы не солдат, не офицер простой, а целый генерал-майор царской армии, он сразу со своими всеми подданными, он переходит на сторону имама Шамиля. И что побудило к этому? Может быть, какие-то вот, наставления со стороны имама Шамиля к нему поступило, или что-то, то, что мы не можем сказать, но тем не менее он вот, переходит к имаму. Но есть еще такая версия, что он, говорит, обиделся на царскую администрацию тем, что они не дали ему то, что он просил. То есть почести и звания, то, что он желал. Вот насчет этого вот, тоже пишется. Что разочарование тоже было. Да. Может быть, такое имело дело. Вот он переходит на сторону имама Шамиля, и как его встречает. Он вчерашний бывший враг, а вот сегодня он пришел, и как это все происходило? Ну, вот политика — это такая вещь, как мы знаем, когда если даже человек, он не особо, да, полезен для какого-то вот государства или для какого-то вот устройства, но тем не менее, если он имеет авторитет среди народа, и есть у него какой-то этот чин,
это все-таки шло в пользу, потому что целый генерал-майор, целый султан, хотя маленькую территорию, он переходит разом к имаму Шамилю, от этого, конечно, большая польза была. То есть это уже в народе оставил какой-то отпечаток. Поэтому, конечно же, имам Шамиль его радостно принял, и он вначале его назначает наибом, даже уже в скором времени назначает мудиром, то есть объединенных 4 наибств, над ними назначает его мудиром. И через определенное время опять сняли с мудирства, но он был наибом Ирибе. То есть полностью ирибское общество было подчинено ему, и он стоял наибом. То есть были такие привилегии даже для него, которые, можно сказать, исключительные. Даже имаму Шамилю ему было дано разрешение, чтобы он от себя имел право награждать кого-либо. Вот даже у него есть ордены, медали, которые он давал именно от своей имени. А почему и долго ли он там управлял? Практически до перехода его повторно к русским, это получается 1859 год, за 2 месяца, можно сказать, до Гуниба. Почему именно Ириб? Потому что имам Шамиль для мухаджиров, то есть для переселенцев, мы знаем, имамат, государство имамат, не все народы Дагестана ходили, то есть это было невозможным, потому что основная южная часть, она была уже охвачена царскими войсками, и люди из Цахуру, из Рутулу, из Лезгину, они переходили, то есть которые желали быть с имамом, они оставляли свои родины и переходили к сторону имамата, то есть имама на территории имамата. И вот с этими мухаджирами место было выделено ему именно там, потому что это как бы ближе тоже получается и удобное для них, более такое труднодоступное место и так далее. И вот сколько лет Даниэлбек Илисуйский был мудиром, наибом имама Шамиля, получается? Мудиром он был около года, а наибом, получается, с 44 года вплоть до 59 года. Я вот как знаю, имам Шамиль даже породнился, да, с Даниэлбеком Илисуйским? В одной версии говорится, что он сам предложил имаму Шамилю, чтобы породниться, в другом говорит, что Шамиль пожелал, чтобы это было, но как бы ни было, имам Шамиль поженил своего сына Аза Мухаммада на дочери Даниэла Султана Каримат. Каримат, она как бы во многих источниках упоминается, что она была обликом очень красивая, даже в русских источниках упоминается, как она как кавказская роза. И да, она с Аза Мухаммадом все время находилась. И даже когда он отправлялся к Калугу, хотя отец говорят, что он не хотел ее пускать туда, она отправилась следом за ним, и в 1962 году, это уже раннее время, через 2-3 года, она умерла от чахотки там. Имя Даниэлбека часто встречается в исторических хрониках, да? Вот какие моменты из его биографии в рамках государственности имамата мы можем видеть? Это какие-то сражения или какие-то происшествия? Каждого мудира, каждого наиба имама Шамиля есть свои превосходности и свои минусы. Конечно же, и у Даниэлбека такое тоже было. Про него говорят, что он был хорошим советником. То есть он был умным, образованным, даже некоторые говорят хитрым. А так, особенно в военных действиях, он особых успехов не имел, говорит. А так он был администратором, хорошим... таким управленцем, получается. Да, управленцем он был, и с этой стороны он отличился. Но в любом случае для имама большая польза была тем, что он находится рядом с ним, потому что целая территория, она как бы перешла на сторону имама Шамиля. Кстати, хотим упомянуть, когда он перешел на сторону имама, разозленные царские генералы, они говорят, все эти селения в Цахурском долине сожгли. И люди, они, большинство умерли, говорят, многие перешли на сторону Грузии, и там тоже те, кто даже уже спаслись от них и уже перешли границу, там тоже, говорят, от болезни многие умерли. И потом, говорят, долгое время они не могли собрать в одном месте. Это огромная такая большая беда была в том, что эти генералы безжалостно сожгли все эти селения,
и жители были так истреблены. И Даниил Султану, конечно же, это тоже на всю жизнь это как бы налегло таким трудной ношей, поэтому он в этом плане как бы себя виновным чувствовал. Но в любом случае, вот Даниил Султан, он получил, от него имам получил большую пользу, он был авторитетным человеком, но все-таки, как и у других наибов, имеется в виду приближенных к имаму Шамилю, нашлись те, кто оклеветали его тоже. Насколько это было верно или неверно, правильно или неправильным, но все-таки доносы шли след друг за другом. И в одном из писем Даниил Султан, он пишет имаму Шамилю, то есть, коротко говоря, в этом письме он упоминает, что вы являетесь самым благоразумным, самым умным и самым справедливым имамом, и поэтому, говорит, эти доносчики, говорят, всегда были, и в наше время их количество намного увеличилось. И я, говорит, прошу вас, чтобы вы рассмотрели и не прислушивались к этим доносчикам. Если, говорит, они вот правы, пускай, говорит, перед тобой, пусть, говорит, вы спрашиваете у них, а перед чем прийти ко мне, вы отправились к нему, то есть он как правителем над ним был, наибом и рибе. И если они скажут, говорят, нет, то тогда, говорят, отправляйте их, потому что они не имеют права, говорят, через меня к тебе пойти. И если они скажут да, то тогда вы, говорят, расспрашиваете более рассудительных, более знающих людей, пусть, говорят, они решат. Имеется в виду муфти, кади, которые находятся на его территории. И еще скажу, пока не забыл, вот некая конкуренция, что ли, некоторые вот такие споры были, в основном у Даниила Султана с Кебед Мухаммадом Истилетля и Хаджи Мурадом тоже. Эти наиби, не знаю, что между ними было, но тем не менее, в одном из писем Хаджи Мурад даже обвиняет его в трусости. Но это письмо я видел, то, что он писал, и то, что Даниил Султан к нему ответом направил. Даниил Султан очень грамотно ответил ему. И, сущность такая письма, что я, говорит, не могу достичь до такой уровня, говорит, который находится у тебя со стороны храбрости и умелости, говорит, воевать. Я не такой человек, говорит, как бы он сглаживает это, не продолжает этот спор. Этот спор, это тоже показывает его ум, вот его сабр, терпение и так далее. Вот после войны как сложилась судьба Даниила? После войны, вот практически за 1,5-2 месяца, как упоминается в документах, он с повинной является к царским генералам. И после этого, уже распал практически имамат, и Рибе все, крепость была сдана, и ему были восстановлены прежние знамения, там какие-то привилегии, но Элисийскому султану ее не признали. Даже генерал, не помню имени этого генерала, он пишет в своем рапорте, я говорит, допустил, чтобы ему вернули его определенные привилегии, но то, что даже написать после его имени Элисийский, я это, говорит, запретил. То есть, чтобы это не означало Элисийский, как бы он не признает султаном. И, конечно же, у него были ходатайства восстановить это султанство, и, естественно, это было отказано. И для этого, вот после имама Шамиля, после распада государства имамат, ему определили место жительства Нухе, это азербайджанский город. Оттуда он в 1869 году с разрешением со стороны императора отправился в Турцию. И там он долго не жил, где-то в 1971 году, в начале 1971 года он перешел в мир иной. Но в Турции его очень уважали, как пишут историки, как это упоминается в источниках. В Турции его очень уважали, так как он был наибом имама Шамиля, и таком запомнили среди мусульман. И есть такой момент тоже, на самом деле, мы знаем, практически все, 10, 13, 14 человек осталось возле имама Шамиля из его близких соратников в Гунибе. Остальные все, они то ли, некоторые из них были убиты в сражениях, те, кто остались живых, многие они сдались. И
Даниил Султан тоже не исключение, он сдался. И вот очень много противоречивых мнений и вот объяснений поступкам самого Даниила Султана тоже. Некоторые его считают предателем, некоторые говорят, что он не был предателем, но Всевышний Аллах больше знает. Вот блеск орка сабель Мухаммад Аль-Араки упоминает такой образец, это как бы для размышления. Пускай каждый рассудит, как ему позволяет его ум, проницательность. Там, в общем, он вводит такое. Один некий дагестанец, будучи в Турции, он встретился, говорит, французским послом. И он рассказал этому послу, что Даниил Султан, он специально был внедрен ради имама Шамиля, то есть с императором, чтобы он потихоньку ввел его для того, чтобы он сдался. И как бы эта операция благодаря ему прошла успешно. Вот в таком виде вот, передает этому послу. И он издает вот это сообщение в Франции, газете, и как-то это попало в руки Даниила Султана. Он, говорит, сильно разгневался, это очень сильно задело его до такой степени, что он нашел в Карабахе человека, который может издавать газеты, потратил большие деньги на это и издал газету. И он этой газете дает такое объявление. Я говорю, мол, тот человек, о котором вы говорите, который вы обвиняете в предательстве, говорит, я говорю, Даниил Султан, и я, говорю, такого поступка не сделал. Если бы, говорит, я сделал бы такое, император меня не стеснил бы так, а наоборот приблизил бы и вознаградил бы. И как, говорит, вот скуп на разум, говорит, этот человек, чтобы написать такой чушь. В общем, вот такое вот противоречие дает. Это опровержение он во Франции опубликовал, да, получается, да? Эта газета он здесь опубликовал, но она как бы распространялась в то время. Ну, здесь тоже видно, да, как сильно его вот это задело. Это тоже кое-что означает. Вот недавно наш исследователь Шахбан Хафизов обнародовал то, что он нашел могилу Даниил Беков в Стамбуле, оказывается, на том же кладбище, где похоронен шейх Джамалдин. Долгие годы не знали, что он в Стамбуле. Вот он нашел, и как бы, да, мнение то, что он туда перебрался, жил спокойно и так далее, с учетом того, что там были тысячи дагестанских эмигрантов, сторонников имама Шамиля, и если как бы они думали о нем что-то плохое, он там вольготно не жил бы. Да. Вот такое мнение. Спасибо, что пришли, Мурадулла Хаджи. Спасибо за интересный рассказ. Наверное, многим нашим телезрителям будет интересно. Тем более то, что он был с Элису. Об этом месте мало говорят. Вот те факты, которые вообще о исламском наследии Элису тоже вы обнародовали, тоже будет, наверное, интересно. А на этом наше время ограничено, поэтому нам приходится прощаться. Всех благ, дорогие друзья. Ассаламу алейкум.